Ингушетия занимает лидирующие позиции по рождаемости и естественному приросту населения. Также в республике один из самых низких уровней смертности. Об этом сообщил глава региона Махмут Али Калиматов. Глава отметил, что это результат реализации национальных проектов «Демография и здравоохранение». За последние годы в республику в рамках этих проектов было вложено более 11 миллиардов рублей. Эти средства позволили нам реализовать важные программы поддержки семей при рождении детей. Более 7300 семей уже получили такую помощь. Мы также построили современные объекты социального обслуживания для пожилых людей, создали условия для занятий спортом и здорового образа жизни, новые спорткомплексы, футбольные поля и площадки. В распоряжение больниц и поликлиник поступило более 430 единиц современного оборудования, автомобили для выездной помощи и передвижные медицинские комплексы. Более 70 тысяч туристов посетили Ингушетию в первом полугодии текущего года. Это на 8,3% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил глава республики Махмут Али Калиматов в своем телеграм-канале. По его словам, летом в Ингушетии ожидается около 60 тысяч гостей. Всего же по итогам года республика собирается принять 130 тысяч туристов. Глава региона добавил, что сейчас в Ингушетии действуют 34 туристических маршрута. В планах разработка новых и улучшение инфраструктуры. Правительство расширило возможности участия российских производителей в госзакупках и получения ими мер господдержки, сообщили в Кабмине России. Там отметили, что срок действия записи в реестре российской промышленной продукции, которая подтверждает ее отечественное происхождение, увеличен с 3 до 5 лет. Увеличение срока действия записи сократит издержки компаний на экспертизу уровня локализации, а также значительно снизит административную нагрузку на отечественных производителей. Кроме того, участие в госзакупках станет возможным без регулярного переоформления документации, которая нужна для допуска к торгам. В МЧС по Ингушетии напомнили туристам о необходимости регистрировать маршруты. Регистрация поможет службам спасения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций оперативно отреагировать и не тратить время на расширенные поиски. Сделать это можно на официальном сайте МЧС России или официальном сайте территориального органа МЧС, в письменной форме почты с уведомлением о вручении или личным обращением в территориальный орган МЧС России. По завершении маршрута необходимо подтвердить свое возвращение. Глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил в правительство законопроект об увеличении до 1 миллиона рублей размера мат-капитала при рождении первого ребенка. Законопроектом предлагается установить, что размер мат-капитала может составить 1 миллион рублей, если право на такой вид поддержки возникло до 31 января 2026 года. Аналогичную сумму предлагают выделять на первого ребенка, родившегося или усыновленного с 1 февраля 2026 года, а при рождении второго ребенка эта сумма будет увеличена на 300 тысяч рублей. Сейчас размер мат-капитала на первого ребенка составляет 690 266 рублей, на второго еще 221 895 рублей. Минцифры согласовала с операторами связи техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях вводимых ограничений по причине безопасности. Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев. То есть, когда происходит блокировка мобильного интернета, пользователи смогут, используя специальный механизм авторизации, так называемую капчу, получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости. По словам Шадаева, отдельно будут прописаны периоды охлаждения для иностранных сим-карт, попадающих в национальный российский роуминг. Ожидается, что это исключит возможности использования сервисов мобильного интернета в российских сетях связи для управления иностранными беспилотниками.